Хочу показать вам видео, которое я снял на метеостанции Кигелях на Большом Ляховском. Думал, что получится его загрузить, но там даже картинка не прошла. Уже пытался картинку и отчет какой-то написать, даже это не загрузилось. И я, в общем, плюнул. Но видео показать охота, в общем, такое это оно на телефон снятое сходу. Немножко его модернизирую, конечно же, так как сейчас будет возможность. И передам вам чуть-чуть атмосферу нашего путешествия этим. Необычное место, да? Итак, друзья, я вас приветствую на море Лаптевых. Сегодня у нас 15 августа, и мы находимся на острове Большой Ляховский. Это первый из островов, которые стоят на нашем маршруте по пути на остров Бенета в рамках нашей миссии. Вот места просто уникальные места. Решил для вас записать короткое видео. Мы сейчас находимся на метеостанции. Это метеостанция в Кигелях. Гостим здесь у ребят. Здесь два сотрудника метеостанции работают. Про них я вам расскажу отдельно. Наш катамаран. Добавили немного обтекаемости носу перед тем, как идти в море. Прошли мы 2000 с лишним километров. Из них около 350 по морю Лаптевых. То есть, в принципе, катамаран проверили морской волной, морскими ветрами. Как он себя вел, нам понравилось. Но наша ближайшая цель была от Лены до Тикси. С Тикси мы там несколько дней пережидали, решали разные бюрократические вопросы, связанные вообще с разрешением выйти сюда и так далее. Там, в общем, это все тоже не просто все это решается. И еще шторма пошли, то есть у нас тоже мы зависим очень от природы, от погоды. И мы пережидали в Тикси, но потом просто нам устали пережидать, потому что чем больше сидишь, тем больше нагнетается тоска, чтобы ты дальше уже не выйдешь, потому что все хуже, волна, ветер, вот это все. В общем, мы решили пойти до мыса Быково, там поселок Быковский. Его я тоже поснимал, пообщался с местными жителями. Кстати, мы когда приехали, ребята рассказали, что здесь уже к ним наведался 8 августа, приходил Мишка в гости. Мы видели его следы свежие. Ходить так вот здесь, ну, лучше просто не ходить. Аккуратно. Белые мишки по острову гуляют, живут здесь. Кутарара? Кыраде? Кара. Вачанат? Генераторная питает всю станцию. Вот Валяр и Ниргун несут наши новые рули. Мы модернизируем катамаран к дальнейшей дороге. Вот мои друзья занимаются важными делами. Вот что-то Ниргун придумал. Место просто нереальное. Ну, для меня это выглядит все просто. Пойдемте в баню. Мы вчера тут помылись, как раз ветер дует.
Все хорошо. Отогрелся. Пальцы поначалу прям жестко болели сейчас, потому что в тепло резко их. Соскучился уже по бане. В общем, суть какая, что дует ветер сильно. И мы сидим, пережидаем на станции. Вышли с мыса Быкова, пошли по морю. Пошли достаточно ходко. Это был наш первый переход в 120 километров по чистому открытому морю. Конечно, было немножко не по себе, когда выходили, но радостно, потому что мы засиделись в Тиксе, около 5 дней просидели. И нам всем не терпелось проверить, в первую очередь, катамаран в море, себя на море. У меня была морская болезнь, 2 дня я ходил там кое-как, только сидя за штурвалом на свежем воздухе, я приходил в себя. Потом уже вроде нормально, адаптировался. В общем, и мы решили, пока идется, пойти. Шли в сторону Святого Носа. И когда уже шли к Святому Носу, к мысу, мы решили, что вот пока погода, давайте-ка сразу топнем к островам. И мы пошли на остров Большой Ляховский. И пришли на метеостанцию. И тут ветер усилился. И мы сейчас вот пережидаем. В общем, началась осень. Вчера был снег, ветра, прогнозы неутешительные. И вот сейчас мы вот в таком состоянии, конечно, непонятном, как дальше. Ну, потому что рисковать тоже жизнями никто не собирается. Все разумно взвешивается. Находки Николай Александрович, наш руководитель нашей экспедиции, он все прекрасно понимает, как бывший руководитель службы спасения, и ребята-спасатели, то есть все риски взвешивают. И вот сейчас мы смотрим прогнозы, ожидаем, какая погода будет в море, ну и планируем пойти дальше. Очень хочется всем идти дальше и дойти, обязательно дойти. Потому что еще сидя в Тиксе, мы даже не представляли, что мы скоро будем на островах, на Большом Ляховском, и вот мы здесь. Поэтому почему бы нам не представлять, что мы скоро будем на других островах? Малоляховский, там Котельный и так далее. Давайте-ка заберемся на эту штуку. Всего прошли 2100 километров, где-то так, и нам осталось около 450. И хотелось бы, конечно, дойти хотелось бы. Но, повторюсь, на неоправданный риск никто идти не собирается. Все тщательно взвешивается, анализируются прогнозы. Вот, хоть мы находимся на метеостанции, но здесь прогноз дается только здесь и сейчас. Ребята нам не могут сказать, какая погода будет. У нас есть связь с метеостанцией на острове Котельном. Мы оттуда узнаем, он дальше, да, по пути. То есть, по идее, нам бы до него следующим этапом дойти. Можно там засесть, забазироваться и ждать. Ну, смотрите, прервусь со своей болтовней. Вот эти вот штуки такие, видите, холмики маленькие. Это вот мерзлота землю выталкивает. И ребята говорят, рельеф постоянно меняется. Я поснимал все с квадрокоптера. Ну, тут ветер сильный, он плохо, конечно, летал. Ну, покажу потом уже по возвращению. Пока вот постараюсь с вами хоть немножко поделиться этой красотой, записью с телефона. Вот мы там живем в домике. Сейчас, может быть, сбегаем туда, посмотрим. Валера очень нацелен идти, решительно нацелен. Он у нас... Болтаешь, говорю. Вот болтаю. Он у нас самый по-боевому настроенный. Ну, в принципе, все по-боевому настроены. А? Там красиво оттуда сверху. Виды открываются. Валера вообще красавчик. Надо забрать рыбу. Я сейчас быстро все снимаю, бегу дежурить. Вот мы
Поймали там омуля. Ну, ребята сетями ловят. Так, пошла рыбалка. Такие вот тараканы сидят на рыбе. Обгладывают, просто ничего от нее не оставляют. На ужин сегодня жареный омуль. Я дежурю на кухне. Сейчас поэтому мне тут не до болтовни. Надо готовить. Сейчас покажу вам, как мы там устроились. И, в принципе, на этом попрощаемся. Вот наш домик. А вообще все мужики молодцы. У нас супер команда. Я рад, что я попал в такую компанию. Что такая серьезная экспедиция проходит именно среди таких людей. Так. Вот тут у нас умывальник есть. Мы ему очень радовались, когда пришли с моря. Батыр. Это пока никто. Это мои зрители. Тит. Николай Александрович. А что такого? Пока отдыхаем перед морем. Так, у нас Степан, наш хозяин метеостанции. Приняли нас очень хорошо. Все, я побежал пока еще на берег. Кто это у нас? Луна или Турбо? Тут две собаки, брат с сестрой живут. Не бойся, кушай. Вон, рыбку им дали. Держи. Вкусную. А? Такие вот здесь дорожки сделаны, потому что это сейчас сухо, а обычно здесь очень сыро. Мерзлота, влага не уходит. Луна, а ты чего без рыбки? Или съела? Он меня еще побаивается. Тот-то пацан уже нормально. Вот здесь мы на берегу, у меня в инстаграме есть фотография. Встретили морского зайца. Лежал, отдыхал, мы к нему очень близко подошли. Он даже не собирался убегать. Но собаки пошли за нами. При человеке они осмелели и начали гавкать. И он так лениво, они его прям под хвостом чуть ли... Он что-то так зашевелился, а мы в метрах полтора-двух стояли от него. Мне кажется, вообще можно было впритык подойти. Его вообще мы не волновали. Ну, куда вы, собачки? Дайте нам подкрасться морскому зайцу. Ой. Не пугайте его. О, какой бородач. Как? Нельзя. Эх. В общем, согнали они его, он ушел. Так. Еще вам покажу наших ребят. Это вот Саша, начальник метеостанции. О ребятах я вам расскажу отдельно и об этом месте. Сейчас просто коротенько. Ну и Серафим, никогда не унывающий. Кто-то Серафим выключил свет. Опять я свет. А? Я забыл, да, опять? Ну, не знаю. Но я собирался вернуться, видишь, я бегаю, снимаю. Я вот пришел как раз свет выключить. Вру. Я не вспомнил про него. Я косячник. Реально. Вы любезно туда. Признаю. Тебя, да? Признаю, ладно, извиняюсь. Нургун там уже с рулями, да? Думаешь, как его, да? Как лучше его пристроить. В общем, друзья, я надеюсь, что местный интернет позволит мне поделиться с вами этим видео. Буду очень рад, если вы увидите хоть немного то, что вижу я здесь. И я надеюсь, что погода нам не помешает выполнить свою миссию. Потому что остается уповать. Ладно, надо готовить ужин. Все, давайте, всем счастливо. Надеюсь, мы пойдем дальше. Еще раз повторюсь, погода нам не помешает. Сейчас все зависит только от нее. Мы все полны решимости. Я пойду туда, куда ребята скажут. У меня уже вариантов нет. И надеюсь, что покажу вам все острова, вплоть до Бенеты. Все эти красивые места. Там, походу, уже снег лежит, кстати, по прогнозу. Возможно, придем прям в зиму. Все, давайте, всем счастливо. Я побежал готовить ужин, а то ребята останутся голодными. Ну и в завершение я хочу показать вам видео, которое я снял на метеостанции Кигелях на Большом Ляховском. Я там был слабый интернет. Я думал, что смогу это видео загрузить. Тогда это было, не помню уже какое число. По-моему, там я в видео говорю.